господа, и вправду зря. Я убивался понапрасну. Ведь лик моей любви прекрасной взошел, как новая заря. Взошел над берегом Невы, но не был я любим. Увы, ее искал на берегу, на дне искал ее я тоже. Но нет на земле любви, и быть ее нигде не может. Да, господа, ну, давайте, говорите, рвите меня на части. А, между прочим, я не боюсь критики. Ваши стихи прекрасны. Спасибо, спасибо. Но тяжеловесны, как поступь бегемота. Тяжеловесно? У вас отсутствует мозги, если вы считаете, что мои стихи тяжеловесные и походят на тушу гиппопотама. Я вовсе не говорил, что ваши стихи похожи на тушу гиппопотама. Я просто сказал, что ваши стихи немножко тяжеловесны, как поступь бегемота. Тяжеловесно, значит. Тяжеловесны. Как подступь бегемота. Поступь бегемота. Это я серость и плесень? Да, вы это только что признали. Да. Отсутствие индивидуальности превращает людей в стадо. Прошу прощения, сэр. Я был неправ. И шпагой вы это наказали. Умеет достоинство проигрывать. А побеждать с честью. Сейчас изучим выпад со сменной стойки, поэтому у нас самое первое будет это смена стойки вперед, исходное положение. Дальше. На счет раз правая рука тянется вперед, левая нога выбрасывается вперед на выпад, левая рука под прямым углом к правой, ладони вниз, правой рукой тянется вперед. Закрыться. Закрываемся. Сменную стойку. С коротким выпадом колени. Закрыться. Получается пам-пам. Вот эту пружину не надо делать. На том же уровне, как и боевая стойка. С коротким выпадом колени. Закрыться.
коротким выпадом. Кали. Раз. Плечи тоже напряжены, расслабляем, рукой тянется вперед. Натяжение держите. Закрыться. Смена стойки вперед, с коротким выпадом. Закрыться. С коротким выпадом. Кали. Закрыться. И раз. Закрыться. По команде с длинным выпадом кали правая нога. Правая нога выносится вперед на длинный выпад. Правой рукой тянемся вверх, правой рукой туда, левая раскрывается. По команде закрыться, закрываемся в сменную стойку. Закрыться. С длинным выпадом кали. Закрыться.